Ребята, еще раз поздравляю, что вы продолжаете трудиться в марафоне. Те, которые идут, добиваются своих целей. И у нас сейчас будет очень важная такая тема, это урок номер 6. Как вести TikTok. Поделюсь своими наработками, потому что я такая же, как и вы, изначально тоже не знала, как вообще там работать. Но хочу сказать, что я просто стала наблюдать за другими партнерами, что они делают, и начала повторять тоже все самое. Поверьте, я была вообще ноль. Я вообще не знала, как вести TikTok. Я проходила какой-то урок, но он был такой бестолковый, что я там ничего полезного не получила. Но благодаря нашим партнерам, потому что те, которые стали развиваться, они стали показывать, как вести вот эту нашу социальную сеть. И вы понимаете, я просто начала дублировать их, то, что они делают. В итоге, получается, я ничего ничего не выдумывала. Я просто, ребята, копировала. Я копировала дословно, я писала все слова. И буквально даже некоторые движения я повторяла. Но потом со временем у меня уже пришел такой опыт, и я начала делать, свои уже, какие-то там выдумки немножко. Но, опять же, повторяю, что я, в принципе, ничего не выдумывала. Я прописывала все то же, что пишут партнеры. У меня начался TikTok благодаря Лилии Ли. Я за ней наблюдала, и я постоянно от нее повторяла. И у меня один видеоролик просто залетел. Я просто озвучила там, полетели в молодость. Все, этот ролик, я не знаю, он у меня просто залетел настолько, что люди стали писать, мы хотим. Но от того, что я не знала, как коммуницировать тоже с этими, кто пишет и что пишет, да, поэтому я немножко тут делала некоторые ошибки. И вот сегодня я вот на своем опыте вам сегодня вот это покажу и продемонстрирую. Я приготовила, ребята, для вас слайды. Надеюсь, что у меня сегодня мне Вселенная поможет, с интернетом все будет хорошо, будет запись. И также, конечно же, я потом постараюсь еще вот эти все слайды еще скинуть в чат, чтобы вы тоже наглядно это видели, потому что по телефону будет неудобно показывать, поэтому я приготовила слайды. После я отвечу на ваши вопросы, и, конечно же, будет у нас домашнее задание. Ну что, ребята, в итоге мы начинаем. Я начинаю транслировать экран. Вика, скажи, пожалуйста, помогай мне, пожалуйста. Все, отлично, ребята. Итак, смотрите, любая социальная сеть, это тоже, получается, ее нужно правильно настроить. Здесь здесь вот где вот на фотография, да, здесь в первую очередь, на предыдущем уроке Виктория говорила, что мы должны настроить свою аватарку. Здесь не должно быть никаких собачек, ни кошечек, ничего. Обязательно ваша четкая фотография, ваше лицо, потому что мы стараемся продвинуть как себя бренд, да, чтобы мы были узнаваемые. И обязательно здесь нужно, настроить вот этот наш профиль. Сейчас я вам буду просто наглядно показывать все вот на этих файлах, как это все делается. Также потом покажу, как нужно будет установить, вернее, у кого не установлен TikTok, дадим версию, как правильно нужно установить эту версию, у кого она не работает, потому что в России, хочу сказать, что TikTok не работает, поэтому здесь ее нужно правильно установить и настроить. Вот, поэтому, смотрите, все начинается с нашего аватара. Так, дальше. Сейчас я буду показывать. Как загружать фотографию в ТикТоке, ребята? Действительно, все легко и просто. Это очень легкая такая социальная сеть. Хочу сказать, что раньше там были дети, сейчас сидят более взрослые люди. Когда мы нажимаем вот на вот этот аватарку, да, у вас появится вот такой карандашик. Вы нажимаете на этот кружочек, далее на карандаш и выбираете то фото с вашего телефона, которое вам больше нравится. Но опять же повторяю, чтобы у вас было четко, хорошее фото с вашим лицом. Далее нужно нам обязательно сделать в настройке, это значит изменить профиль. Заходим «Изменить профиль». Сейчас я вам покажу дальше. «Изменить профиль». И у вас выйдет, ребята, вот такая панель. И здесь самое главное прописать имя, потому что у многих стоит там, например, какая-то там циферки, да, обязательно здесь исправьте. Может быть, возможно, у вас до сих пор там какие-то цифры стоят, да. Поэтому здесь мы четко прописываем имя, фамилию.
Имя пользователя обязательно прописываем вернее, в английском формате, потому что потом вам TikTok формирует уже дополнительную ссылку. Дальше обязательно здесь нужно прописать, какую вы несете пользу, ребята. Зависла. Вика, меня слышно? Отлично видно. Если что-то не так, я скажу. Хорошо. Ага. Ребята, самое главное здесь прописать описание, какую пользу вы несете, ваш аккаунт. Поэтому записываем. Дальше мы ставим ссылку. Но хочу сказать, что ссылка у вас появится только в том случае, когда у вас будет 1000 просмотров. 1000 просмотров вы в ТикТоке наберете очень быстро, потому что ТикТок, он помогает новичкам набрать вот эту 1000. Поэтому не переживайте, 1000 вы быстро наберете. Как только у вас появится... Ты сказала 1000 просмотров, ты имела в виду 1000 подписчиков, да? Да, говорила, с 1000 подписчиков, да-да-да. Далее здесь вы также можете вставить ссылку с Инстаграм и ссылку, например, с Ютуба. И обязательно, когда вы все это сделаете, да, обязательно сохранить. Не забываем, после каждого действия есть кнопочка «Сохранить». Она будет наверху с правой стороны. Так, далее. Вот, когда вы уже сформируете фотографию, когда вы напишете изменение профиля, у вас появится вот такой аккаунт. И именно вот эта ссылка, у вас будет ссылка на WhatsApp. Почему рекомендуем ставить на WhatsApp, ребята? Потому что, во-первых, люди вам будут писать. Вам нужно коммуницировать с людьми. У людей будут разные вопросы по продукту, понимаете? И ваша задача, в первую очередь, познакомиться с человеком, выявить у него потребность, что его беспокоит, в каком он городе живет, сколько ему лет, поинтересоваться у человека, а не так просто, знаете, вот я вам дам информацию по продукту, да, обязательно вот выявить такие несколько вопросов, задавающих, как бы сблизиться с человеком. И вы поверьте, я вот сама начала, когда вот так вот работать, да, вот поверьте, люди, вот когда задаешь такие вопросы наводящие, они вам откроют всю подноготную, что у них болит, что у них там не болит, да, и как они себя чувствуют. Они вам просто вот распишут вот целый список. Как только вы, в принципе, вот с ним прокоммуницировали в WhatsApp, поэтому нам нужен, в принципе, ссылка-то вот в WhatsApp, поэтому. Вот это понятно, ребята? Так, я буду... Там плюсики ставьте, если вот это вам понятно, как оформить профиль. Поставьте плюсики в чате, чтобы я понимала, что понятно, отлично, все хорошо. Так, Ольга написала плюс, хорошо. Дальше идем тогда, ребят. Ага, отлично, так. Угу, хорошо, все, спасибо, благодарю, ребят. Дальше, смотрите, давайте сейчас мы разберем, вот какие у нас есть... Все, благодарю, ребята, все достаточно, все понятно. Смотрите, сейчас разберем, какие у нас есть панели внизу нашего ТикТока. На нижней, обратите внимание, есть домик, да? Это вся лента, которую вы будете просматривать. А здесь, это у меня немножко старая версия, но в то же время здесь вы увидите, какие люди, вернее, на кого вы подписаны и на кто вас подписан. Здесь это крестик, это когда вы будете записывать свое видео. Я вам расскажу, покажу тоже. Здесь вот этот квадратик вот этот, да, входящий, здесь вот сейчас вот в новой версии мне очень нравится, что здесь видно, кто оставил вам комментарий. Раньше я этого тоже не знала и заходила под каждое видео и смотрела, кто мне там оставлял комментарий. Здесь удобна такая версия, что здесь показано, кто вам написал комментарий, под каким видео написали вам комментарий, кто сохранил ваше видео, вернее, тоже покажу, как это делается. Потом, кто подписался, здесь вот полностью вся информация. А вот этот человечек, это уже ваш будет профиль. Так, дальше.
Вот смотрите, когда мы просматриваем ленту, мы можем также подписаться на человека. И я просто вам рекомендую подписываться на людей, на лидеров, да, подсматривать, что они делают, и делать все то же самое. Также рекомендую подписываться на людей, которые ведут тему по здоровью, да, и начинать за ними подсматривать, потому что там очень, ребята, много идут комментариев, и вы можете написать, добавить какой-то свой комментарий, например, мои знакомые там поправились здоровью, знаю, там помог один продукт, там, клеточное питание. И, возможно, к вам зайдут на ваш, на ваш аккаунт, и человек заинтересуется, посмотрит, возможно, и напишет. Поэтому я, в принципе, тоже использую такой вариант, начинаю тоже комментировать, но обязательно комментировать не то, что я продам вам продукт, а правильно развернуто написать комментарий. Вот. Получается, когда мы просматриваем ленту, вот я показывала, как раз вот благодаря Лилии я, в принципе, научилась развивать ТикТок. У меня начался этот ТикТок. Нажимаете на аватарку, на этот кружочек, и вы, получается, будете подписаны. Дальше, если мы просматриваем ролик, да, нам обязательно нужно написать, ребята, комментарии. Но самое главное, вам нужно этот ролик досмотреть до конца, потому что ТикТок, он засчитывает, на какой минуте, он даже показывал статистику, на какой минуте люди выходят, интересен ему контент или не интересен. Поэтому наша задача, наших партнеров, поддерживать и досматривать все ролики до конца, потому что если вы будете это делать сами, будут смотреть и ваши ролики, и ваши партнеры. Поэтому здесь мы ставим комментарий, ставим лайк, и обязательно сохраняем. Вот здесь у нас получается сохранение. Вот эта стрелочка, ребята, вы можете, здесь можно будет и скачать видео уже без логотипа ТикТока, у вас сохранится на телефоне. Также можете поделиться в любую социальную сеть. И очень удобно тем, что ТикТок, вы, в принципе, создаете один ролик в ТикТоке, а делитесь уже этим контентом в любую социальную сеть. Вот это мне очень, ребята, нравится. Поверьте, вот когда вы начнете это делать, вы поймете, насколько все легко и просто. Дальше. Так, это, я так думаю, понятно вам стало, да? Оля, сразу вопрос. Где смотреть статистику? Ты сказала статистику просмотра длительности видео. Давайте чуть попозже, ладно? Я потом вам покажу на телефоне, потому что у меня этого слайда нету. Статистика. Я запишу себе. Смотрите, далее, где найти наши сохраненные видео, есть на верхней панели тоже у нас вот такие подсказки. Если мы нажмем вот на этот прямоугольничек, то у вас выйдут все видео, которые вы сохранили. Вот. Также вы можете сохранять музыку. Я вам тоже покажу, как сохранять музыку. Вот. И здесь вы, в принципе, увидите все ваши сохраненные ролики. Далее. Как снимать свое видео, ребята? Вот сейчас начнем с этого. Здесь, вот посмотрите, вот здесь есть такой крестик, и вы на него нажимаете. Далее, перед тем, как, ребята, снимать свой ролик, обязательно обратите внимание, что у вас на заднем плане. Обязательно протереть камеру, чтобы камера была четкая, как она не была мутная. И, конечно же, обязательно важно задний фон. Обязательно. Смотрите, здесь вот сейчас я вам покажу, но это у меня слайд старого формата, но в любом случае то все то же самое. Смотрите, когда мы хотим записать видеоролик, здесь мы можем или загрузить, который у нас есть, да, или, например, записывать ролик, который мы хотим. Здесь мы, конечно, уже выбираем формат, или мы 15 секунд хотим, или 60, или 3 минуты. 15 секунд – это можно записать, например, в роли танца, показать продукт, ничего не говорить, но опять же прописать пользу продукта. Я вам сейчас это тоже все покажу, ребята. Для того, чтобы там, также здесь можно настроить таймер, нажимаете, и у вас, у вас будет 3 секунды, чтобы настроиться и начать. Поэтому здесь мы выбираем обязательно по поводу времени. Также здесь можно наложить эффекты, вы сами там попробуете. Я работаю без эффектов, ребят. Дальше.
Смотрите, вот это уже получается в новом формате у нас идет. Когда вы записали, ребята, ролик или загрузили, обязательно важно прописать кратко, о чем ролик, донести эту пользу. Раньше я писала очень много на видео, но сейчас я поняла, что сейчас нужно делать немножко уже по-другому, да, и мы пишем более кратко. Сейчас я вам это тоже все покажу. Вот. Смотрите, внизу также есть панель, которая нам помогает редактировать. Здесь есть алфавит, вы нажимаете и прописываете буквами. Выбираем обязательно цвет красно-белый для того, чтобы привлечь внимание. И, как я уже сказала, чтобы с первой минуты мы говорим о пользе, что должен человек увидеть и услышать. Вот в этом редакторе, ребята, обратите внимание, с правой стороны, это очень удобный редактор. Здесь можно сделать очень много различных функций, я вам сейчас тоже это покажу. Здесь вы можете отредактировать, укоротить ролик, добавить дополнительное видео, наложить видео и также добавить еще дополнительные картинки. Картинки также здесь вот можно добавить, вот стикеры, да. Вы можете добавить любую картинку, особенно здесь приветствуется, когда вы добавляете, например, до и после. Человек сразу видит разницу. Например, вы были такие, а стали такие, да. Поэтому здесь вот стикеры обязательно. TikTok приветствует, когда вы накладываете стикеры, ну, там, например, дополнительные там какие-то смайлы, что-то еще, да. Но единственное, что хочу сказать, что много не ставьте, чтобы не было так ляписто. Ведите, ну, такой красивый контент, чтобы вас было приятно видеть, и в то же время, ну, как бы не ляписто. Вот. Это понятно, да? Скажите, пожалуйста. Плюсики поставьте, вот это понятно, ребят? Ребят, понятно? Меня слышно, видно? Ну, хорошо, да. Все хорошо, дальше выключаю телефон. Смотрите, ребята, еще раз повторяю, да, когда вы записали ролик или загрузили видео, важно прописать кратко. Вот вам я подсказала, опять же, этими стрелочками. Дальше. Смотрите, когда мы нажимаем на редактор, да, у нас также, вот, в принципе, выходит панель «Добавить текст», и вы здесь, в принципе, начинаете уже редактировать свое видео. Здесь также выходят дополнительно еще, ребята, подсказки, вот наложение этого видео на наше видео, на дополнительное видео. Я чуть позже об этом покажу, потому что я тоже не знала, как это делать. Недавно это попробовала, мне, ребята, понравилось, потому что у нас многие партнеры сейчас это тоже используют. Также здесь, ребята, вот смотрите, когда мы начинаем, например, записывать ролики о продукте, мы начинаем проговаривать смысл нашего ролика, и в течение там нескольких секунд, например, там, ну, не 3 секунды, 15 секунд проговорили, что прошла там остеопатия, ушло давление, нормализовалось давление, да, и остановили. Посмотрите отзыв нашего партнера. И вот здесь как раз есть такая функция «Добавить результат по продукту». А результатов у нас достаточно много, где мы берем с чата номер 4 по здоровью, да, и мы сюда добавляем. Но обязательно здесь в самом начале должны присутствовать вы. Почему? Потому что человек вас запоминает, он видит, о чем вы говорите, какую пользу вы хотите донести. Ну и, конечно же, опять же, привлекаем внимание, смотрите отзывы нашего партнера, да, и как бы человек хочет досмотреть это видео до конца. Вот. Далее. Сейчас я вам дальше покажу. Вот смотрите, вот здесь я показываю, что если это результаты по здоровью, то мы здесь вот красными буквами, красно-белыми вот здесь прописываем суставы, аллергия, там, астма, там, давление обязательно. Вот здесь мы выбираем формат цвета, но, как уже практика показала, что красно-белый, он привлекает внимание, и нам всегда об этом говорит Андрей Артурович, да. Вот здесь мы уже редактируем, и где буква А, и вы, в принципе, прописываете именно вот здесь, на пустом месте. Обязательно отходите чуть-чуть подальше,
чтобы было место, как прописать правильно слова. Так, дальше. Опять же, вот здесь опять же показываю, что вот в этом редакторе мы можем нажать на этот «Редактировать» и продолжить свое видео редактировать. Так, сейчас. Вот что мне сейчас нравится, что в ТикТоке вот действительно можно редактировать наше видео. Понравилось там, можете удалить. Я покажу это тоже, как это все делается. Так. Ну, это я уже проговорила, что, в принципе, мы можем сюда, в принципе, добавить дополнительное видео. Вот. К нашему видео дополнение. Ну и эта панель опять она у нас здесь высвечивается. И вот сейчас я вот расскажу вот про это наложение, как наложить дополнительно, вернее, видео на это видео. Так. Вот смотрите, когда мы хотим сделать именно такой формат. Изначально мы проговариваем слова, доносим о том, что в ролике. Например, прошла мастопатия, не беспокоит межпозвоночная грыжа, которая была 25 лет. Прошла одышка. Вот. И именно вот здесь, вот видите, небольшой такой промежуточек, это как раз наши слова, которые должны зацепить нашего человека. Мы не представляемся, ребята. Мы прямо с первых же секунд говорим, прошла мастопатия, не беспокоит межпозвоночная грыжа, которая была 25 лет, прошла одышка и так далее. Все, смотрите отзыв нашего партнера. Потому что вот это «здравствуйте, меня зовут», это сейчас мы вообще убираем. Потому что наша задача в течение вот этих 3 секунд зацепить человека, о чем мы хотим донести. Поэтому он с вами потом познакомится. Он увидит зайдет на ваш профиль и увидит, как вас зовут, и он вам напишет, и с вами будет общаться. Вот. И здесь мы уже делаем наложение. И вот как раз вот на тот квадратик мы нажимаем. Получается, мы выбираем с нашей галереи тот ролик, который мы хотим загрузить. Но здесь хочу сказать, что когда мы делаем, например, вот сказали слова, которые должны зацепить, далее мы просто стоим, молчим, чуть-чуть в сторону отходим и ждем, знаем примерно, сколько у нас будет этот ролик, ну, там, минут, вернее, там, меньше минуты, да, и мы просто стоим, молчим, ребята, понимаете? Молчим. Далее, когда мы увидим, там время вам будет показывать, увидим, что, в принципе, ролик уже как бы, достаточно, должен там, да, мы тут уже начинаем редактировать. Если вы там дольше простояли, вы всегда здесь в редакторе можете отредактировать. Ребята, это все, конечно, методом тыка, поймите, потому что я тоже так начинала, вот, но это надо время, этому все нужно научиться, но когда вы только начнете это все делать, у вас будет все на автомате. Далее. Вот это понятно, ребята? Так, вижу крестики, да, отлично, хорошо. Далее. Хорошо, спасибо, благодарю. Так, ребята, смотрите, еще здесь очень хорошая такая есть функция в редакторе как раз. Здесь мы можем написать, вернее, субтитры, как они делаются. Вот здесь они называются подписки. Я раньше тоже этого не знала и сама прописывала. Сейчас вот есть такая тоже подсказка для нас, подписки. Вы нажимаете, и все, что вы наговорили, TikTok вам формирует вот это. И вам уже не надо там писать, прописывать, он за вас все сделает. Это очень, действительно, очень удобно. Во-первых, хочу сказать, что люди, почему мы советуем вот это делать, почему? Потому что есть люди, которые едут, например, в транспорте, и они не могут слушать, включить громко, например, да, и это очень удобно, они просто поставили на такой, слабый звук, но в то же время у вас идут субтитры, и как раз ваш ролик показывает всю пользу, которую вы хотите донести до человека. Это действительно очень важно, ребята. Вот, потому что бывают люди на работе, вроде как хотят посмотреть информацию, послушать, но в то же время они подключают звук. Думаю, что это там тоже стало понятно, почему мы это тоже используем. Далее. И смотрите, когда мы нажимаем вот такой редактор, да, у нас вот выходят вот такие разные панельки.
А здесь выходит и текст, вот он выходит здесь, вы понимаете, он уже сформировал ваш текст. Также здесь у нас стоят слова, которые мы должны здесь были правильно прописать, именно важность нашего ролика с самого начала, да. Вот. И обязательно, ребята, сохранить. Каждый раз, когда мы дополняем что-то, меняем, мы обязательно сохраняем. Сохраняем. Далее. Вот это понятно. Да? Так, дальше. Смотрите, ребята, здесь есть такая еще функция, как наложить музыку. Внизу есть такая панель. Музыка. Вы также можете нажать на этот звонок, нажать этот мелодию. Да. Вот. И у вас, ребята, выходит, смотрите, выходит такая панель рекомендации. Здесь вы можете выбрать то, что вам предлагает TikTok. Вы также можете сохранить музыку, она у вас будет избрана. Вы выбрали музыку, ту, которая вам понравилась, но опять же, какая рекомендация? Обязательно смотрим, сколько просмотров взяла эта музыка. Есть трендовая музыка, которая действительно набирает большие просмотры. И я рекомендую, в принципе, это и другие рекомендуют партнеры, чтобы использовать именно трендовую музыку, которая набирает больше просмотров. Тем самым быстрее у вас залетит ваш ролик. Вот. В итоге мы нажимаем на музыку, которая нам понравилась. У вас вот будет вот такой флажочек. И здесь, ребята, тоже самое главное, чтобы не... Здесь нужно, самое главное, тоже настроить. Первая вот такая панель, это будет настройки, это ваш голос. Ваш голос должен быть более, такой насыщенный, чтобы вас слышали. А вот второй бегуночек, это здесь вы уже регулируете, насколько вам нужно сделать музыку. Не делайте громкую музыку, потому что вас потом будет не слышно. А здесь просто музыка, она как бы дает дополнительные просмотры еще. Но я хочу сказать, что это тоже не факт. Бывает по-разному. Бывает, мы просто скажем что-то, и ролик наберет больше просмотров, нежели если мы даже добавим эту музыку. Вот. Поэтому здесь обязательно контролируем вот этот процесс, обязательно, потому что некоторые партнеры ставят, и их практически не слышно, ребята. Так, дальше. Как всегда, здесь опять же говорю, что когда мы все отредактировали, когда мы все, в принципе, уже настроили, здесь будет у вас такая вот красная кнопочка, ее нажимаем «Далее». И вот здесь, ребята, тоже очень важный такой момент, прописываем готовый шаблон, который нам вот дал уже Андрей Артурович, с хэштегами, да, но периодически его меняем, этот текст, дополняем дополнительно сюда хэштеги, здесь даже есть вот подсказка, просто нажимаем, и вот такая вот выходит, такие хэштеги. Вот. И здесь обязательно еще дополняем, например, по результату, например, там мастопатия, онкология, там что-то еще, там давление. Обязательно дополняем еще другие города, регионы. Российские хэштеги, хочу сказать сразу, они не работают, ребята, потому что TikTok России не работает. Его только можно просматривать, и все. Но Россия заходит, ребята. Поэтому с Россией люди пишут, они наблюдают. Вот. Поэтому в любом случае прописываем хэштеги, например, там Германия, Италия, города вот такие, Азербайджан, да, потому что у нас как доставка работает в любую точку, поэтому нам здесь, в принципе, не страшно. Поэтому любой человек к вам может зайти и посмотреть. Вот. Далее. Именно на этой странице, ребята, нужно еще настроить вот здесь обложку. Даже то, что вы, например, наверху что-то прописали, да, вот там мастопатия, давление, все тоже вы делаете в обложке. Я вам сейчас это тоже покажу. И обязательно здесь, ребята, вот здесь у многих есть большая ошибка. У меня такая тоже была одно время ошибка. Вроде бы там до этого все было настроено нормально. По какой-то причине нечаянно нажала сюда, и у меня несколько раз было, что мне никто не может писать комментарии. Здесь обязательно должны просматривать ваши ролики все. Обязательно.
Вот, сейчас я покажу следующий слайд. Вот, и смотрите, когда мы выбираем обложку, у вас выходит вот такой формат. И смотрите, вот в принципе я здесь то же самое, вот у меня наверху написано суставы давления, и обложка также пишу давление сустава. Здесь можно выбрать или красную такую, да, или вот, например, TikTok. И здесь также прописываем красно-белыми буквами. Для чего это нам надо? Для того, чтобы когда у вас идет общая такая страница, и человек понимал, о чем вы говорите в этом ролике. И ваш каждый ролик, он подписан, какую пользу вы несете в этом ролике. В этом ролике вы рассказываете про давление, в другом ролике вы рассказываете про мастопатию, например, да? В другом ролике вы рассказываете про что-то еще другое. И поэтому здесь обязательно настраиваем вот эту обложку. Ну и опять же, как я говорила, что в любых изменениях обязательно здесь сохранить. Так, думаю, что это тоже понятно. Смотрите, когда мы начинаем вот именно, опять же, все на этой страничке, да, перед опубликовать, опять же, проверяем вот здесь все настройки, ребята, обратите внимание, кто может просматривать это видео, все. Разрешить комментарий, обязательно ставим такую вернее, зеленым. Разрешить дуэты. Я не сделала слайд, но я вам сейчас на телефоне покажу. Разрешить дуэты тоже делаем. Разрешить сшивание, вот, честно говоря, ну, там, видимо, ролики мы сшиваем, но обязательно. Все, что здесь предлагает TikTok, ставим все вот такие зелененькие. И обязательно потом, у нас должно быть все зелененькое. Или далее мы делаем опубликовать этот ролик, или мы делаем черновики. Например, вы записали несколько роликов, сзади несколько роликов записали, да, один ролик вы сейчас выставляете, через какой-то промежуток времени вы заходите в черновики и, опять же, его можете выставить в социальную сеть, вернее, в TikTok. Отредактировали, посмотрели еще раз и его отправили. Вот это понятно, ребята, да? Смотрите, еще важно, когда мы опубликовываем свой личный видеоролик, обязательно также рекомендация его просмотреть до конца, поставить себе же лайк, опять же написать комментарий, вот, например, как нам показывал Андрей Артурович, кому помогла Академия, пишите, и кому нужна помощь, тоже пишите. Да? Никаких телефонов мы не прописываем ни в описании, никаких ссылок в описании мы не ставим, ни телефона, потому что TikTok блокирует. Обязательно важно, что мы не говорим про деньги, мы прописываем даже здоровье, пишем, как-то изменяем вместо «о», пишем, например, 0. Вот, это тоже Андрей Артурович нам на тренинге об этом говорил, потому что у ТикТока есть такая, он блокирует. Некоторые видео он действительно блокирует, потому что тут вроде как и легко вести эту социальную сеть, хочу сказать, но есть свои как бы правила в ТикТоке. Нельзя говорить про деньги, нельзя ставить ссылки, и с телефонами тоже, ребята, поаккуратнее. Если человек вам напишет, вернее, хочет к вам записаться на консультацию, вы так и говорите: напишите мне на WhatsApp, ссылка в профиле. Если даже у вас, например, на сегодняшний день пока еще нет столько подписчиков, вы можете просто, вот как я в этом ролике записала, на данный момент у меня ссылки нету, но я проговариваю мой телефон, и человек как бы записывает и переходит ко мне, если ему это интересно, он заходит ко мне на WhatsApp, пишет мне, вернее, задает мне вопрос, который ему нужен. Смотрите, те ролики, которые мы сохраняем в черновиках, они у вас будут отображаться вот здесь. Увидите потом все эти ролики. И что удобно, что в черновиках вы всегда можете также отредактировать этот ролик. И если вам что-то там не понравилось, может быть, какую-то допустили ошибку на написании, хотя, в принципе, даже вот блогеры, они рекомендуют писать с ошибками, чтобы вам писали, делали замечания. У меня такой ролик был, и он просто взлетел у меня тоже. Но на тот момент, когда я еще только начинала, да, я помню, тоже не знала, как правильно отвечать, вот, но отвечала тоже корректно.
Вот, поэтому здесь, в принципе, даже если даже допустили ошибку, ничего страшного. Я сейчас на это как бы нормально отношусь и просто прописываю, вы очень внимательны. Вот, поэтому вот это понятно, да, ребят? Дальше. Смотрите, еще сейчас покажу вот эту верхнюю панель. Как использовать те видео, которые вы, например, сохранили. Вот смотрите, вот на верхней панели, да, вот как раз нажимаем вот на этот значок, и у вас здесь выйдут все видео, которые вы сохранили. Также тут будет музыка, всю, которую вы сохранили. И вы можете просматривать, посмотреть, какое видео набрало больше просмотров, да, и с этим же опять в этом же формате, под эту же музыку вы можете повторить как бы видеоролик в танце с продуктом, ребята. Сейчас я вам тоже это покажу и расскажу тоже, как это делать. Вот. Вот смотрите, например, вам понравилась тема музыки. Вот мне понравилась вот эта тема, я тоже записывала. Вот, так, сейчас чуть-чуть прыгает. Вот, к примеру, выбираем данное видео, и здесь вот как раз вот внизу такой кружочек. Здесь как раз идет тема музыки. Мы видим, сколько оно набрало у нас просмотров, мы видим, сколько здесь комментариев, но здесь не так много, но в любом случае они есть. И посмотрите, какое количество людей этим роликом люди поделились, да? Значит, этот ролик, ну, как бы в топе идет у нас. Поэтому мы нажимаем вот на этот кружочек, и мы можем создать свое личное видео под эту музыку. Смотрите, когда мы нажимаем на этот значок, у вас выходит вот такая кнопочка «Использовать этот звук». Вот. И вы просто нажимаете «Использовать этот звук». И вы начинаете, ребята, делать вот такой вирусный контент. Называется 15, ну, получается, вы танцуете с продуктом. Я недавно выставила вот ролик, да, я сама даже не ожидала, что он наберет у меня такое огромное количество просмотров. Во-первых, не только были там просмотры, получается, 56 тысяч у меня, да, 16 поделилась, но сейчас намного еще больше. Плюс мне начали люди просто писать, начали задавать вопросы. А наша задача просто привлечь, да, люди начинают задавать вопросы, а моя задача просто уже начинать коммуницировать и людям отвечать. Вот. И в чем, смотрите, в чем простота ТикТока? В том плане, что вы берете любую музыку, вы просто берете любой продукт, и вы просто танцуете. Если у вас, ребята, есть хорошие результаты по снижению веса, а я так знаю, что, в принципе, это у всех есть по снижению веса, вы можете вставить сюда вот такую картинку. Какая вы была до, например, там 46 лет, 48 лет, да, и какая вы сейчас, вот, например, на сегодняшний день, да. И я показываю разницу, какая я была и какая я стала. И в этом ролике я даю описание, что я в 48 лет намного лучше выгляжу, чем... вернее, в 56 лет я намного лучше выгляжу, чем в 48. И люди начинают писать. Кто-то пишет, знаете, все что угодно. Так что принимайте любые комментарии, это тоже комментарии, это также нас продвигает. Поэтому здесь кому-то нравится, кому-то не нравится. А для меня это, знаете, то, что они мне пишут комментарии, для меня это уже факт, что мой ролик, он уже в тренде, он залетает. И тому, кому интересно, он в любом случае зайдет, посмотрит на мой, вообще, как бы на мой аккаунт и посмотрит, чем я вообще занимаюсь. Вот. И здесь вот наша задача, конечно же, вот таким простым способом привлечь клиентов. И поверьте, ребята, людей очень много, которые действительно хотят улучшить свое здоровье. Смотрите, еще такая рекомендация. Когда нам оставляют комментарии, я раньше не так это делала, сейчас совершенно к этому по-другому уже делаю, как и учит тоже Андрей Артурович у нас, что под каждым нашим, если вам написали комментарий, вы должны ответить ему. Написали, например, отличный продукт, вы даете, да, согласна с вами, действительно продукт очень классно работает, ну какой-то такой более развернутый ответ, да. Далее, видите, мне здесь уже начинают писать комментарии, ну там по-другому, да, почему их нет в аптечной сети, если товар сертифицирован. Вот, далее.
И здесь вот вы можете, ребята, смотрите, вы можете просто комментарий написать, но здесь очень TikTok любит, когда вы используете все его техники. Например, опубликовать видео в ответ. Это значит, мы нажимаем на этот комментарий, где там оставили вот этот комментарий, выходит вот такая панель, и опубликовать видео в ответ. У вас выйдет вот сейчас вот такая панель, ребят, смотрите. Выйдет вот такая панель, да, вот здесь вот у вас вопрос, который задали нам. И здесь важно тоже настроить, ребята. За 15 секунд вы не успеете, конечно же, ответить. Здесь важно настроить или на 3 минуты, здесь будет у вас 3 минуты, или 60 секунд. Вот. И обязательно смотрим на аватар. Если видим, что имя, обязательно приветствуем человека по имени. Обязательно поздороваться, да, с человеком. Если нет имени, это бывает очень часто, бывает даже никакого аватара нету, а просто, ну, как бы вопрос в любом случае задают люди. Вы так и говорите: здравствуйте, извините, не знаю, как вас зовут, но хочу ответить на ваш вопрос или там ваш комментарий. И продолжаете. Нажимаете на красненький кружочек и начинаете отвечать человеку о том, о чем он к вам, вернее, задал этот вопрос. Так, это понятно, я так думаю, да, ребят? Это понятно, ребят, да? Угу, отлично, все хорошо, дальше продолжаем. Смотрите, ребята, когда мы записали видео, мы всегда можем посмотреть, нажать вот на красную галочку, да, и просмотреть свое видео, понравилось он вам или нет. Возможно, вы где-то что-то хотите дополнить или что, или изменить, заново записать. Здесь очень все как бы легко и просто. Можно заново нажать, вернее, удалить это, нажать на этот крестик, или там наверху, тут тоже будет крестик наверху. Можно удалить это видео и начать заново его записывать. Вот. Потому что я хочу сказать, что не с первого раза получаться будет. У меня до сих пор еще такое есть, что я с первого раза, у меня нет таких роликов, что в раз я и записала. В любом случае, где-то я хочу там чего-то добавить, и я всегда просматриваю то, что я записала. Если мне что-то не понравилось, я удалила, на этот крестик нажала или нажала на этот крестик. И заново опять все делаю, все то же самое, и записываю так, как я уже хочу выставить свой контент в TikTok. Вот. Ну, а тут еще раз я показываю, что нужно сделать, как оставить, как удалить. Вот. В принципе, ребята, я что и хотела донести вот эту информацию. И смотрите, сейчас по статистике я вам тоже на телефоне еще покажу, но я сейчас, пока у меня идет видео, пока я здесь нахожусь. Смотрите, нам Николай дал тоже уже дополнительное задание. Так, сейчас минуту. Сейчас прогрузится. Нужно будет записать вот такой видеоролик. Это получается, опять же, ребята, вирусный контент. Мы показываем в руках продукт, пишем, про что этот ролик, да, ура, акция 3+2, и прописываем, и в танце мы это показываем, ребята. Посмотрите, ведь ничего сложного нету, просто берем продукт, показываем в танце, под музыку, и все. И потом, получается, все то же самое, ставим описание, хэштеги, плюс обязательно обложка, вот, и выставляем. Все. Все легко и просто, ребят. Вот. Так. Сейчас я хочу переключиться на... Вот, в принципе, я вот хотела донести эту информацию, ребята. Так. Так, сейчас я уберу эту демонстрацию экрана. Так. Два белых квадратика слева со стрелочкой. Так, подожди еще. Вот эти, да? Ага. Так. Прекратить трансляцию.
Все, хорошо, благодарю. Ребята, смотрите, сейчас давайте тогда еще отвечу на дополнительные вопросы. Все ли было понятно о том, что я вам показала? Для меня это, конечно, важно, чтобы понять информацию. Все понятно? Скажите, пожалуйста. Мне придет с практикой. Ты очень доступно все рассказала, показала. Молодец. Да, я согласна, Виктория, что все придет, ребята, с практикой. Смотрите, я хочу сказать, что, ребята, здесь действительно все легко и просто. Хочу сказать, что вы полюбите эту социальную сеть. Там действительно, вот когда ты заходишь в этот ТикТок, у вас будет подниматься энергия. Результатов, как работать у нас, показать результаты продукта у нас достаточно много. Здесь как бы нет никаких проблем. Здесь единственное, что нам нужно просто самим это делать, начать. Вот, поэтому, все. Да. Да, ребята, пересмотрите еще раз записи, посмотрите. И смотрите, самое главное здесь просто начать. Я хочу сказать, что я очень полюбила ТикТок, ребята. Я когда только захожу в ТикТок, у меня начинается такая совершенно другая энергетика. Мне хочется что-то делать, хочется еще этот ролик показать, поэтому у вас будет достаточно материала, с которым вы будете потом работать. И очень удобно, что сразу же выставляете еще в другие социальные сети. Вот. По поводу статистики. Так, по поводу статистики, сейчас я тогда зайду в ТикТок. Так. Так. Ну, давайте на любое видео, да. Сейчас. Вот смотрите, я тоже показываю человеку, отвечаю видео с ответом, да. Видео с ответом я отвечаю. И вот смотрите, вот здесь, слева, вот здесь вот получается, есть 3 точки, ребят. Когда вы нажимаете на эти 3 точечки, да, здесь у вас будет здесь будет аналитика. И мы нажимаем на эту аналитику, и ТикТок, он как раз начинает показывать аналитику, сколько здесь у нас сохранилось, вернее, сколько просмотров, сколько дали комментариев и сколько здесь нас сохранили. Вот, здесь вы просматриваете. Здесь также, видите, есть аналитика просмотров. Насколько интересен ваше видео. Вот. Поэтому как бы очень удобно просматривать полностью всю информацию в ТикТоке. Еще давайте дополнительные вопросы. А сколько пришло партнеров с ТикТока, интересно? Ребята, смотрите, вот моя была ошибка в том плане, что я тоже не знала, как коммуницировать с партнерами с других с других стран. Но я хочу сказать, что у меня был такой период, я не успевала никому отвечать, ребята, понимаете? Но единственное, что я не могла правильно доносить информацию, не знала, как правильно с ними коммуницировать. Я некоторых партнеров, клиентов потеряла. Но хочу сказать, что у меня очень много клиентов. У меня есть с Италии, у меня есть с Германии, у меня сейчас есть с Америки, ребята, есть с Казахстана, есть с Украины. Люди пришли, и вот сейчас хочу сказать, что человек с Америки, она просто увидела информацию про академию, ей заинтересовала, но почему-то она выбрала меня. Не знаю, ребята. Понимаете, каждый человек приходит на вас. Понимаете, каждый человек выбирает того, с кем он хочет коммуницировать. И она уже знала о наших продуктах, она сказала, я хочу еще узнать более подробно. И самое главное, ребята, когда к вам человек начинает писать в WhatsApp, обязательно не просто пишем смс-очку, да, там типа «Здравствуйте, сейчас я вам расскажу, напишу», да, обязательно проговариваем голосом и говорим «Здравствуйте, приятно с вами познакомиться, вижу, вы из ТикТока, какую тему хотите решить, что вас больше беспокоит», я до начала вам этого говорила, да. Также представьтесь, как вас зовут, сколько вам лет, где, в каком вы городе живете. И как только вы начинаете так коммуницировать, человек понимает, что с вами работает не робот, а именно человек, он слышит вас голос, да, и он начинает с вами тоже говорить или писать, в зависимости, кому как удобно, понимаете? Вот. И сейчас я также веду переговоры, например, с Белоруссией, с девочкой, мы с ней тоже общаемся. Поэтому, ребята, поэтому я говорю, прописывайте вот эти хэштеги, и люди смотрят, люди наблюдают, у людей очень много проблем. И смотрите, вот сейчас
почему я еще рекомендую тоже подписываться на другие аккаунты, например, где идет у нас информация по вирусу, например, да. Обязательно тоже подписывайтесь. Почему? Потому что люди начинают рассказывать, какие у них болезни прошли. Ой, вернее, что у них вот это, да, зацепило, и какие они получили проблемы. И они начинают как бы, ну, изливать свою душу, жаловаться, да, вот. И вы можете под этим комментарием тоже написать: знаю знакомого, помогли продукты клеточного питания, смог решить эту проблему. И человек, ну, может быть, не сейчас, чуть-чуть попозже увидит этот комментарий, он зайдет на ваш аккаунт, заинтересуется, потому что он тоже ищет решение, он хочет решить свои проблемы по здоровью. Поэтому здесь мы не только ставим комментарии своим партнерам, да, обязательно смотрим другие видео, какие-то ролики, обязательно тоже ставим лайки, потому что очень много у нас есть и инвалидов, показывают, какие они, да, и тоже TikTok любит, когда вы не только свои ролики продвигаете, но и в то же время комментируете чужие ролики. А наша задача как можно больше привлечь еще знакомых, вернее, клиентов, вот, поэтому здесь наша работа работает и коммуницировать с людьми. Вот. Я ответила на этот вопрос по поводу, сколько пришло с ТикТока. Вопросы, ребята, еще задавайте, и я, еще отвечу. Пишите или задавайте. Вика, если я не видела какой-то вопрос, прокомментируй, пожалуйста. Нет, вопросов пока нет. Буду делать записи. Ребята пишут. Нина пишет, почему у меня просмотры 200 с небольшим, все ролики. Нина, я не могу сказать, но даже вот смотрите, по статистике бывает такая ситуация, что не важно, сколько у вас просмотров, важно, пишут ли вам люди. Наша задача – это, конечно, КПД, чтобы коммуницировать с людьми, потому что бывает и маленький аккаунт, а просмотров очень много, и задают вопросы. Если не задают люди вопросы, значит, надо менять, тактику. Вот. И смотрите, ребята, еще хочу сказать, что для начала, когда мы только начинаем развивать TikTok, одного ролика будет очень мало. Нужно максимум 4-5 роликов. Понимаете? Вы можете в танце это использовать. Вы можете с любым продуктом протанцевать, показать его пользу этого продукта. Выписать самые главные там моменты, да, как я делала. Зайдите ко мне на этот, я вам дам ссылку, посмотрите, как у меня, какие ролики у меня там зашли, да. Также подпишитесь на лидеров, на Лилию Ли, на Айгуль Газизову, запишитесь на Наталью Полякову. Я, ребята, хочу сказать, я просто все слизывала. Знаете, такое есть выражение: воруй как художник. Но только в своем формате. Вот и все. Поэтому ничего придумать не надо, делайте все то же самое, подбирайте, делайте с этой же музыкой, потому что если она залетела, она трендовая, и у вас она зайдет. Прописывайте те же самые слова, все то же самое, ребята, делайте. Добавьте какие-то дополнительные смайлики еще. Вот. Добавляйте хэштеги, меняйте чуть-чуть слово в начале, когда делаем описание, и у вас уже совсем другой контент и с другой подачей будет, понимаете? Вот. Поэтому... Вот это я тоже хотела донести, поэтому здесь. И поэтому, чтобы набрать вот больше просмотров в нашем ТикТоке, поэтому здесь нужно записывать больше роликов. Вы можете, например, какой-то день записать несколько роликов, да, а потом их постепенно редактировать. В танце можно записать достаточно, ребята, много роликов. Вот для новичков я вообще рекомендую записывать сейчас пока танцы. Потому что длинные ролики, возможно, пока могут и не зайти, да, но в промежутке так, как сказать, сортировать танец с результатом, да, и показывать вот эту пользу. Да, еще хотела, ребята, вам показать. Ольга, всем здравствуйте. Еще можно вопрос? Да, говорите. Угу. А какое видео лучше, какое видео закрепляется? В смысле, да, хорошо. Какое видео лучше закреплять? Угу. Смотрите, закрепляем то видео, которое набрало больше всех просмотров. Вот я хочу сказать, что у меня вот зашло видео, я его связала у Лилии, где я иду просто по лестнице. Вот,
Тут у меня лампа отсвечивает. Вот это видео. Вот. Я иду здесь просто по лестнице, ребята. И у меня она набрала очень много просмотров, потому что я приглашала в команду, приглашала в мир молодости. Вот. И люди начали мне писать комментарии. За счет этого мне TikTok поднялся. Поэтому мы закрепляем те видео, которые у нас набрали большее количество просмотров. А потом вы можете просто это видео, вернее, уже редактировать. Понимаете? Это видео может быть не такое уже большое, ну, как бы оно остановилось. Но хотя есть такие рекомендации, если вы хотите, чтобы это видео дальше вас залетело в топ, просто дать в чат ссылку, и чтобы написали партнеры дополнительный комментарий, и этот ролик опять завирусится. И смотрите, ребята, когда мы сейчас начнем вот делать домашнее задание, да, когда вы все настроите, когда вы создадите свой TikTok и будете записывать вот эти видео, обязательно ссылки скидывайте в свои чаты. У каждого у нас есть свой чат командный, тем более у нас по марафону, да, и вы должны друг друга поддерживать. Написать комментарий, поставить лайк, сохранить это видео, да, тем более, и тем самым мы набираем больше просмотров, продвигаем этот контент, TikTok видит, что ваше видео стало интересно, его сохраняют, пишут комментарии, но опять же, повторяюсь, ребята, досматриваем видео до конца. Досматриваем видео до конца для того, чтобы TikTok нас как бы, оценил вашу ленту. Вот, поэтому, Туяра, я ответила на ваш вопрос? Благодарю, Ольга. Классное обучение, благодарю. Так, смотрите еще, ребята, есть тоже там такой очень формат хороший. Сейчас покажу, как снимать дуэты. Например, вам как-то страшно одной выйти, например, да, или показать какую-то, вернее, вот баночку. Сейчас покажу. Вот смотрите, сейчас просто удалю звук. Вот я создала дуэт с Андреем Артуровичем, да. Он как раз говорит, и я просто стою, ну и как бы, головой там могу показывать какой-то продукт, если о продукте говорят, он показывает продукт, да, я тоже показываю продукт, вот я его в руке держу, получается, да, вот. Он говорит, я молчу, понимаете? Здесь там тоже есть эта функция, дуэт, внизу вы увидите, когда будете это делать. Но начните хотя бы пока с вирусных таких небольших роликов, 15-секундные, но обязательно по результатам. Вот это я хотела еще дополнить. Да. Вон тут Виктория уже сбросила вирусный ролик, где они танцуют с продуктом. Да. У меня видео не загружается, просто сохраняется в черновиках, которые видны только мне. Почему? Значит, у вас, ребята, в настройках видны только мне. Вот именно там написать, смотрят все, в комментариях обязательно смотрим, ставим галочку «Все». Так, на айфоне, ребята, на айфоне TikTok не работает, сразу говорю. Почему? У меня, ребята, два телефона, вот один iPhone, да, а второй у меня Samsung. Ой, вернее, другой не Samsung. Я даже вот забрала у мужа, я установила сюда TikTok, у меня было 3 телефона, они были уже старой версии, немножко как бы накрылись. Я просто взяла, мы купили новый телефон, и я специально из-за ТикТока вот купила новый телефон, ребята, представляете? Потому что мне нужно делать работу, мне нужно делать свой бизнес. Поэтому iPhone, сразу говорю, не работает версия ТикТока, поэтому приобретайте какой-то недорогой телефон, вы можете купить это на Wildberries. Недорогие, ребята, телефоны можно выбрать. Хорошего качества, очень хорошо записывают видео, все работает, устанавливается на любой телефон, кроме айфона. Так. Поэтому в айфоне и сохраняется тоже в черновиках. Да, видимо, придется... Да, ребята, да, придется купить телефон, да. Так, вроде бы я на все ваши, ребята, вопросы ответила. Так, а сейчас, ребята, у нас, конечно же, задание. Если есть вопросы, ребята, давайте задавайте. Я сейчас еще проговорю про домашнее задание, вот, и будем уже расходиться. Есть какие-то еще вопросы? Можно я? Да. Анастасия, у меня такой, вот вы тут сказали, что почему наши продукты не продаются в аптеке. Как отвечать на этот комментарий? Ребята, смотрите, почему мы ходим на
почему мы ходим на тренинги. Я вот, например, когда сижу на тренингах, я всегда все записываю. У меня тетради просто, ребята, исписаны. Нам всегда дают ответы на все вопросы. Помните, нам уже говорили, что изначально эти продукты, они продавались в аптеке. Но от того, что сейчас нет доставки в разные страны, да, наш Андрей Артурович, он просто выкупил патент. И он создал интернет-аптеку, натуральную интернет-аптеку. И есть такая возможность купить эти продукты в новой форме и в любую точку мира. Вот. Я, в принципе, так и ответила. Спасибо. Угу. Поэтому обязательно записывайте все, что говорят на тренинге, потому что у вас не будет потом, ребята, возражений, и вы будете очень легко отвечать на любое возражение, которое вам пишут. Понимаете, у меня сейчас нет проблем кому-то как-то что-то ответить. Очень легко и просто. Есть все. Вот. Так. Есть еще какие-то вопросы, ребят? Ну, если вопросов нет, смотрите, в любом случае в процессе они, ребята, будут, я буду наблюдать за марафоном, я буду отвечать потом. И также буду скидывать, если что, дополнительную информацию, потому что есть еще дополнительная информация, маленькие ролики, видео. Если что, мы будем просто делиться. Так, а сейчас домашнее задание у нас. Дать обратную связь по уроку в чате марафона. Дальше скачать и установить TikTok и настроить страницу. Ребята, у кого есть TikTok, ее удалять не надо. Работаем в прежнем режиме. Это у тех людей, которых, например, не работает или нету TikTok. Обязательно. Сейчас я продублирую именно вот эту версию, которую давал нам Николай. Эта версия, она работает на любых телефонах, кроме айфонов. Вот. Придется немножко посидеть, потому что, да, не сразу скачивается, сразу хочу сказать, но через какой-то промежуток времени оно устанавливается, этот ТикТок. И обязательно настраиваем Казахстан, страну Казахстан. Далее, выставить 4 ролика по результату, с результатами, да, и 1 ролик с любым продуктом в танце. Запустить вот этот вирусный, да, с танцем, например, можно по акции запустить вот этот вирусный. Можете просто показать, но, как Николай нам сказал, значит, мы запускаем вот этот еще по акции ролик. Вот. И четвертое, ребята, задание. Мы хотим, чтобы вы закрепили домашнее задание по уроку номер 5. Провести 2 прямых эфира ВКонтакте. Прямой эфир вы можете сдать на любую тему, ребята, поэтому материал у нас есть. Вы можете показать распаковку наших продуктов, показать, какая доставка, какие у нас новости. Прямой эфир. Буквально там на 3-5 минут можете сделать, понимаете? Это для закрепления. Почему? Потому что, смотрите, в ТикТоке там тоже есть такая функция проводить стримы, называется, прямые эфиры. Там, в ТикТоке называются стримы. И туда хочу сказать, что люди тоже заглядывают. А в ТикТоке, ребята, большое количество людей сидят. Если вы привлекете своим аккаунтом клиентов, да, которые на вас будут подписаны, в любом случае будете привлекать, они будут заходить на ваши прямые эфиры. Поэтому наша задача научиться правильно вести прямые эфиры, побороть свой страх, потому что я знаю, что многие партнеры не смогли справиться с этим заданием, потому что у них страх. Но самое главное, ребята, самое главное начать. Вот моя такая рекомендация. Поэтому я завершаю, ребята, наш вот такой урок по ТикТоку. Думаю, что я была полезна. Если что, задавайте вопросы, если что, в чате, я буду отвечать. Чем смогу, тем помогу. Вот, поэтому выполняем домашние задания. Запись я чуть позже сейчас скину. И сейчас еще проговорю этот момент. Не знаю, буду я скидывать дополнительные вот эти слайды или нет. Я сейчас эту тему еще говорю. Поэтому благодарю еще раз за то, что мне предоставили вот такую возможность провести для вас урок. Поэтому самое главное, не бойтесь, начинайте, творите, созидайте и танцуйте, как говорится, в удовольствие. Я точно знаю, что у вас, ребята, все получится. Это действительно все легко и просто. И вы очень влюбитесь в этот ТикТок. Это действительно придает такую энергию.
Вот, и вы потом будете благодарны, что действительно наконец-то освоили этот ТикТок и будете помогать своим партнерам. Все, ребят. Все, да? Все, тогда я останавливаю трансляцию. Так. Не ответили. Что не ответила я? Не устанавливается. Несколько раз, ребята, пробуйте, установится. Несколько раз, понимаете, не сразу устанавливается. ТикТок пробуйте, пробуйте. Вот. Так, ну что. Все, завершаю тогда, ребята. Все. Домашнее задание сейчас я пропишу. И кто-то что-то еще хочет. Благодарим. Все, ребята, все. Благодарю вас, тоже благодарю. Завершить видеоотчет. Вика, завершить видеоотчет тоже, да? Господи, да, завершить видеочат. Благодарю, дорогая, молодец. Все, ребята, благодарю. Все, всего доброго.